В деревушку подмосковную пришла повестка в армию служить у Боди Болечка. И он всплакнул немножечко, они скорее попрощались, и долго-долго обнимались. Сказал он Оленьке, вернусь я, но не знал, что ждет его Чечня. 20 лет чеченкам жил пацан, 15 лет твори его ислам. Сказал, поеду в город, посмотрю, быть может, пару танков подаю, а младший брат кричит ему ислам. А что прикажешь делать нам? Нам надо ведь везде навоз убрать, Петровна надо было нарушать. Ну как я буду здесь с тобой торчать? Москвы и я пришла, ботинки надо мне из них сорвать. Размер найти для тебя и для тебя. С московским дивизионом прибыл военнослужащий Колян. Колян в Чечне здесь танк водил, я письма отправлял. Ну а ислам соседу брат вскочил, гранатомет он одолжил. Сегодня в город еду я, там говорят, опять идет война. Свои ошмотки носил, а пацанов не купил. Потерял товару и тебе куртку подарю. И вот сожгли наш Колян, и там забил по всем углам. И круто плакал наш Колян, ведь на него бежит ислам. Он стал ислам не пощадит, заряд он точно так садит. Колян уедет в Рыковом гробу, ну а ислам уедет в свой Чеченаул. И будет наша молодежь замкнуть себе заборе нож, с табошком новеньких ходить, про подвиги свои всем говорить. А девушка подмосковная, и вся Россия матушка, и сыновей дождетесь вы.